крымско-татарский класс, он вам не нужен, вам это не надо, вам это не пригодится. Во дворе Пушкинской школы Советского района возмущаются родители учеников. Руководство учебного заведения хочет объединить класс на крымско-татарском языке обучения с обычным. Они нам говорят, что если ваши дети окончат национальный класс, то куда они потом поступят? Именно так объясняет свои действия руководство школы. Мол, ЕГЭ не сдадут. Лучше уделять больше времени изучению профильных предметов на русском языке. Ведь учить на крымско-татарском языке эти дисциплины нет специалистов. Директору Улансон пусть заявки дает в министерство, пусть нам обеспечивают учителями. Недавно местные жители с этой проблемой обратились к депутату Госдумы Руслану Бальбеку во время его визита в Советский район. И вот уже сегодня по поручению парламентария разобраться в ситуации приехали представители Совета крымских татар при главе Крыма. Заявлениями, что недостаточно крымско-татарского языка. Кроме общественника, кто-то обращается с этими вопросами? Пушкинская школа работает в 2 смены. Здесь учатся почти 150 человек. Из них 97 крымские татары. При этом обучение на родном языке практикуют только в одном начальном классе. А недавно и вовсе ради оптимизации учебного процесса решили его объединить с обычным классом. А крымско-татарский будет дополнительным предметом. Это 2 часа в неделю по минимуму. Почему вы не пригласили педагога, который ведут эти предметы? Потому что родители, потому что учебный план не зависит от педагогов. Учебный план разрабатывается министерством. Учебный план есть модули, которые выбираем. Руководство школы заверяет, что педагоги якобы сами отказываются повышать квалификацию. Было предложено пройти курсы для обучения по предметам на крымско-татарском языке. Уже 2 года, в этом году им снова было предложено пройти обучение. Ну, я не знаю, может, нет желания. На собрании учителей не было, как сообщила член Совета крымских татар при главе Крыма Лимара Селендили. В школе есть проблемы нарушения трудовой этики. Мы все это разобрали, подняли эти вопросы, но говорим нашим преподавателям, что если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, обращайтесь к нам, и Совет крымских татар готов вместе с своей командой юристов защитить ваши права. Член комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Крыма Гульнара Муртазаева посоветовала руководству школы изменить учебный план согласно региональному закону о родных языках, то есть увеличить количество часов, а также использовать методику обучения на билингвальной основе, которая успешно применяется в Симферопольской школе номер 44. Прекрасные учебники есть. Двуязычие, прекрасные есть методики. И мы, как школа 44, можем выступить инициатором организации мастер-классов для обучения учителей, которые преподают здесь на крымско-татарском языке. Аналогичная проблема и в Ильичевской школе. Более 350 школьников и только 1 национальный класс, и тот в начальном. На обязательное изучение родного языка в неделю выделяют 2 часа и только 1 на дополнительное. Родной язык, 5-й урок, крымско-татарский, биология. Значит, крымские татары изучают родной язык, в это время другие дети изучают биологию. Идем дальше. Родной язык, крымско-татарский, логика. Получается, что и в этой школе якобы отличились педагоги. Почему школа не отправляет специалистов, чтобы они именно обучились тем профильным направлением, чтобы классы были полностью на крымско-татарском языке? У нас же сейчас есть такая возможность обучения. Я согласна с вами, что есть такая возможность. Для этого еще нужно желание учителя. Профильную переподготовку можно пройти в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования. И все, и проблема, в принципе, с обучением на крымско-татарском языке в Республике Крым, она бы была снята. То есть в некоторых моментах мы сами создаем эту проблему. И, допустим, русскоязычные специалисты, предметники, они точно так же могут пройти курсы. КРИПО предлагает эти курсы. Получить повышение квалификации, потихоньку наращивать свои коммуникативные возможности в сфере крымско-татарского языка. Результаты инспекции будут озвучены депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Эти проблемные вопросы рассмотрят в ближайшее время. Ведь изучению родных языков в России по поручению президента страны уделяется особое внимание. Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет».